очень радостно именно встретить свою подружку, именно фляжку. Вот такой маленький вот такой стенд, который будет пополняться. Дальше фотографиями в 2019 поедем, опять фотографии будет. Всегда с фотоаппаратами в поисковой экспедиции, да? Да, вот самый вот первый, вот я говорю, фотография, вот она, это 1986 вот год, вот такой еще. А вы сами каким фотоаппаратом фотографируете? То у нас сейчас уже все Смартфоном. с телефоном это больше так удобно, просто взял, вытащил, сфотографировал, засунул, опять работает. Ну и с фотоаппаратами ходят, и с мыльницами ходят, и с профессиональными фотоаппаратами. Сейчас это уже, как говорится, вот Николай вот рассказывает, тоже интересно. Дети вот ездили, вот такой вот маленький поисковый, сильный такой отряд. Вот дети, 3 взрослых, тогда вот такой сильный поисковый тоже отряд считался. Вот, а сейчас фотографируют, чем только могут, как могут. Вот. Ну, тоже на данном стенде тоже экспонат, который вот мы привезли, именно такой, что их всегда вот можно потрогать. Опять же, вернемся именно к тем фляжкам опять, потому что на такой, реально говорю, степени не было, когда узнал, что за эта вещь. Вообще думал, когда еще встретился, еще мне никто даже не сказал, как, что это. Такие, даже не скажешь, фляжка, не фляжка, вроде фляжка. Оказывается, да, это была фляжка, а это заготовка от противогаза. До такой степени не было нечем пить, что вот заготовки от противогазов, от фильтра остались. Тут должна быть дырочка, это все сделали сплошной. И вот такая фляжка. Вообще очень редкая, прям. Очень вещь, вот она находится вот в нашем музее. Такой очень редкая фляжка прям находишь. Она именно вот самодельной заготовки именно противогаза. Ну как скажешь, что это именно? Как можно вообще? Вот такая война была, что нету. Ну это опять же, тогда вот там от итальянского, а тут уже вот полностью такая выглядит именно с гильзами. Как? Вот именно. Там она без гильз. Ну вот это штык-нож. Штык-нож это очень известный, это штык-нож от Мосинки. Такого все, еще хорошего, прям такого боевого состояния. Скрепывалось. Ну это очень такое, тоже очень немцы, очень по рассказам все немецких солдатов, они очень боялись идти именно в рукопашную, именно когда наши надевали штыки, очень сильно боялись, очень этот штык. Он потом после этого очень заживлялся очень долго, потому что если вот она делала такую рану, что рана очень сильно долго заживала. Закроешь руку, Да. очень сильно. Ну это самые известные тоже были наши гранаты, это РГД-33, такая ручка, вот сейчас она в наступательном режиме, ручка ее маленькая, вот тут запал был, вот такая она в наступательном. Когда вот эту рубашечку уже надевали, она уже была оборонительная. Вот. Разделена такими сечками именно на осколки. Потому что если ты наденешь и пойдешь в атаку, может тебя легко зацепить своей же гранатой. Потому что радиус поражения уже другой. Ну вот на примере была самодельная саперная лопатка войсковая. А это уже саперная лопатка именно как раз по стандарту. Которые вот должны именно выдавать были. Вот такие саперных лопаток очень-очень по лесу мы очень-очень много находим. Вот. И для примера сразу мы положили именно немецкую складную, такого уж плохого состояния. Ну, для примера, это маслянка, чтобы тут было масло, и солдат, чтобы чистил свое оружие. Вот. Ну, и тут опять, что самое главное забыл сказать, почему это именно двух фронтов, мы даже решили комнату разделить. Вот так тихонько переходишь именно, тут даже потолок это... Такого потолка нигде нету, потому что он натянут из баннера. Такого вообще потолка в Саранске это точно нету. По России надо где-то почитать, поспрашивать, кто баннером натягивающий потолок. Вот. И такое тоже картина именно военное разделение. Тут это уже у нас сторона именно, вот опять журавлики, это олицетворение душ именно солдатиков, которые летят, потому что очень-очень много вот связано именно с этими журавликами, очень много рассказов. И дальше переходит опять именно в поисковый, такой камуфляжный цвет. И опять мы решили, потому что очень много героев женщин было, и в Мордовии, и вообще по России. Вот такой маленький вот стенд именно, такую маленькую сторону вот, посвятить именно женщинам. Потому что у многих такое мнение, что именно женщины воевали именно. То есть ошибка, мужчины воевали, женщины
как раз они не сможет воевать. Очень-очень-очень много примеров мужества именно женщин, героизма женщин, когда вот ты вытаскиваешь из там боя такого 100-килограммового мужика. Это очень-очень трудно. И тут еще показали мы именно Саранский авиагоспиталь, именно как они работали именно в тылу. Вот. Промышленное сельское хозяйство, потому что у нас все же тыловой регион именно. И именно тыл очень-очень сильно тоже приближал именно наших именно к победе. Потому что такие рассказы, что у нас вот самое интересное, иногда спрашивают детей, ну, мужества, а была ли война вообще в Мордовии? Говорят, да нет, а кто-то скажет, да, было, да. Войны у нас не было, но мы, в каком году, сейчас не ошибусь, в 2008-м Николай Андреевич Кульчинкин мы делали экспедицию, тогда еще меня в поисковом отряде не было. Делали экспедицию, нашли в Рамадановский район, Красный узел, именно бойцов наших. Как они вообще там оказались? Просто боевые бойцы, которые мы находим на полях сражений, такие же лежат у нас в Мордовии. Такие все в шоке, интересно были. Это авиагоспиталя, которые проезжали именно в этих железнодорожных, когда поезд проезжал, именно умирали от ран, от всего. Просто остановились, выкинули тела, дальше поехали. Все. Сейчас ни имен, ничего пока установить нам не удалось ни одного. Но все же сейчас каждый раз, с каждым годом все же данные обновляются. И может в скором времени, там сколько, 70 человек, тогда в том году еще Гручинкин, когда большую экспедицию делал, они вот подняли. Ну, так что и войны, конечно, не было. У нас очень много, и у нас и немецких захоронений очень по Мордовии много, очень, и наших очень много, прям на ТЭЦ-2 вот скоро собираемся, там говорят, как на ТЭЦ-2, что ли, могилы были раньше, сейчас они потерялись, тоже вот как-то этим тоже надо будет заняться. Ну вот самый вот такой стенд, который мы сделали именно из личных вещей красноармейца. Тут прям интересно все. Всем вообще, чем пользовался вообще красноармеец. Вот. Именно подсумок, где он держал патроны, вот бинт. Вот спустя 70 лет вот такой с охранами находишь, именно бинта. Вот. Такой перевязочный пакет дополнительный именно. С каждым бойцом было так. Перочинный ножик вот, был. Это монеты, это на карман, именно ключи. Именно вот такие. Тоже духи вот были. Вот это часы вот на данном примере. Это вот компас. Это мундштук. Такой прям очень-очень хороший, с сохранности. Прям при бойце тоже все это найдено было. Ну вот медальон тоже вот на данной картине очень хорошо показан. Именно прям с крышечкой прям. Вот ради чего ты работаешь тут? Вот ради именно установить имя. Именно чтобы с почестями захоронить. И прям вот этот медальон, когда держу, не могу, у меня всегда руки держатся, потому что в этом медальоне когда-то была вообще судьба. Потому что у каждого родственники были, у каждого родные были. И в один момент, оп, и у тебя ничего нету. И ты о них не помнишь, и каждый все равно шел на войну, что он не думал, что он не вернется, что его забудут так быстро. Вот, так что вот раз, и его нету, и все забыли о нем. Каждому выдавался медальон, да? Да. А как это происходит? История медальонов очень тоже интересная. Медальоны, они бывают вообще разных типов. Есть деревянные медальоны, есть железные медальоны, есть ладанки. Вот. И такая история, почему мы таких медальонов находим очень редко. И всего у нас 100 человек, мы находим один медальон. Даже может этого нет. Но очень-очень многие таких ходят версий. Одна из главных версий, которую считают, это именно суеверие. Суеверие, что медальон нужен для того, чтобы тебя опознали. Чтобы открыли, ага, погиб Иванов такой-такой-то. И бойцы этого суеверия боялись, они не заполняли. Если не заполнил, значит тебя и не опознают. Такая маленькая такое поверье, оно все же ходит. И ходило тогда, и ходит сейчас что вот одно из главных, почему медальоны отсутствуют при бойцах, вот именно это, что ходил такое поверье. Ну и опять есть и противоположное мнение, что именно иногда находили в 2016-м, я там в ВК запись видел, что именно 5 медальонов нашли при бойце. Один боец, 5 медальонов. И в каждом медальоне он касал свое имя. И находим иногда вот в гильзе. Просто гильзу берешь, она чем-то закрыта. Именно пулей открываешь, а в гильзе записочка. Опять выводит мнение, почему? Боец же хотел иногда вернуться домой. Потому что не было. И именно халатность начального состава была, потому что, ну есть у тебя, хорошо, нету, ну
и хорошо. И война тоже резко началась, опять одно еще из версий, что сразу не раздавались вот такие медальоны. Даже когда находят медальоны вот тех, около, где бои только начинались, медальон открываешь, обычно такой бланк, где он указывал имя, дату своих родственников, просто написано: при гибели моей сообщить туда-то, туда-то, туда-то. А сейчас медальон через 70 лет ты находишь. Раньше там общага была, где жила именно жена бойца, а сейчас нету. Даже боец не думал именно указывать все полностью. Вот, при потере моей сообщите вот туда, туда-то. А спустя 70 лет там или уже зданий нету, или уже нет тех уже жителей, которые живут там. И очень-очень таких много поверий ходит. Вот, говорю, мы на Калининск находили, открыли, там спички лежат, иголки лежат. Вот. Иногда вот именно бойцы не по назначению использовали вот такой медальон. А у солдат Германии как обстояли дела? У солдат Германии обстояли дела очень более хорошо. У них были это железные, круглые такие. Похоронная команда ходила, раз отломила один себе, чтобы потом записать, а другой при бойце. То есть при именно Гансе находили, потом его поднимали, уже тоже опять вторая половинка с номерами, своим именем тоже находилась у него. У них за это очень сильно карали, если у тебя нет медальона, то есть именно опознавательного знака. Так что у них были дела обстоят очень хорошо. И поэтому у них так очень мало осталось тех, кого не нашли, да, если вообще? Я слышал такую статистику, что они довели до такой степени свою статистику, что у них там все же 50 тысяч, что ли, осталось безызвестных. Вот такой они до такой степени сразу вот взялись, что ли, вот все за это дело. Вот мне рассказывал один историк, что все, до 50 тысяч неизвестных. Это очень-очень мало. А у нас их очень сотни, просто тысяч. Потом все же... Миллионы даже, Николай Андреевич считает, что, скорее всего, да, миллионы вот, даже, вот, да? Точно. Ну, таких много очень версий нет. Вот как не историк, я какое-то такое мнение просто скажу примерно так, вот, сотни тысяч. Вот, такого мнения тоже пока у меня не сложилось именно. Ну, вот такой, если смотришь на такую тенденцию, что каждый раз мы больше находим, а уже 70 лет война закончилась, такие тоже иногда вот, как Андреевич, цифры тоже всплывают в твоей голове. И потом в конце концов медальон отменили, в конце 42 года. Достаточно, да, достаточно красноармейской книжки, потому что не думали, что... Который через несколько лет сгниет, да? Они знали, ну, раньше, потому что этот медальон это тоже как паспорт был, его надо доставать было неудобно, и решили, красноармейской книжки именно хватит, и все. Не знали, что сколько 70 лет пройдет, какой-то поисковик будет искать. Об этом вообще никто не думал, не задумывался. И также еще сохраняется очень плохо именно. Это самый хороший такой вариант, именно если бойцы его закупорил, такая большая вероятность, что именно бумажка там сохранится. А деревянные, железные, они очень-очень сильно утрачивают. И даже в такой капсуле, если 10 медальонов найдешь, ну хотя бы прочитать 5-6 медальонов, именно записок, именно установить ими, потому что спустя 70 лет бумагу просто открываешь, просто чисто прах бумаги иногда остается. Вот этот медальон ради чего. Даже, говорю, может ничего не быть. Вот в музее, вот поисковом даже, вот ничего, ни одного экспоната, но вот это самое обязательное именно. Самое главное, ради чего работаем, ради имени. Потому что это имя было потеряно очень-очень давно, и наша задача восстановить его, потому что когда мы работали по тем ребятам, которые уже нашли родственникам, сами еще как занимались этой работой, плачут. Все, у меня сам вот такой мандраж берет, думаю, блин, все, мурашки идут, вот нужно делать. Вот зачем вот ворошить эти, зачем? Вот они лежат. Да нет, родственники все ждут. Еще когда в 2015 году, когда вступил в отряд уже, после своей первой экспедиции, нашли псковские поисковики, псковские поисковики нашли нашего бойца Сардатовского района в селе Алово. Ну все село вышло. Вот, и не забыли, вот 70 лет прошло, там родные плачут, вот приехал настоящий защитник просто, вот, вернулся домой. И очень, прямо когда вот все это видишь и думаешь, нет, я на правильном пути. И пускай там кто ничто не говорит, что вот не ворошите вот это прошлое, это уже никому не надо, им это не надо. Нет, надо нам, живым именно, кто хочет именно видеть. И я вот не знаю о своих родственниках ничего, именно, которые воевали, но у меня такая есть возможность, что я могу дать другим, которые узнают. Вот ради этого только в поиске. Так что
Вот этого ради работы, ради имени. Вот всегда вот такие интересные истории. Нам рассказывали, что опять нашли бойца, вот, и дочь еще говорит его, вот я помню еще маленький, когда уходил, мама еще рассказывала, говорит, отец, говорит, так любил свой дом, и он еще перед уходом сказал, типа, я обязательно вернусь, типа, хоть как, там, мертвым, не мертвым, говорит, но я вернусь, типа, домой. И спустя сколько лет он все же вернулся домой. Его именно вот вернулся, и теперь он лежит именно со своей женой, именно лежит на своей родной земле, за которую он воевал. Вот ради этого стоит, потому что каждый боец, вот тебе не нужно, что мы их поднимаем, а им это было нужно. Все равно даже и мертвым это нужно, потому что каждый как-то вот хотел вернуться домой, ради воевал, чтобы семья была, рядом с семьей быть, рядом со своей семьей. Вот. И вот ради этого только вот работает, потому что находим это по-разному везде. Вот, идешь, останок торчит, вот в этом году даже. Вот находишь везде, в воронках, траншеях, колодцах, ну везде, везде. Но это не по-человечески даже вот брать это, что это не по-человечески, что. А так мы их берем, их захороним всеми мусульманскими, христианскими, со всеми военными, людскими почестями. И что вот теперь он будет даже лежать не один, а он лежать будет со своими товарищами, хотя бы в одной очень братской могилой. Вот так что вот ради только вот таких вот хороших, вот таких добрых именно идей вот работают именно поисковики. И вот что интересно, именно поисковое движение, вот очень много разговоров. Вот вам не платят. Вот зачем ты едешь, тебе не платят. Если вот поисковое движение опять основывалось, именно даже наш отряд основался на деньгах, где есть деньги, нет уже дружбы. Тебе вот как, тебе платили за твою работу, очень-очень много было бы всяких таких левых людей, которые приходили работать чисто за деньги. Не ради там какого-то имени, не ради там бойца, а именно приходили чисто за деньги работать. И что интересно, ты поиску именно денег не даешь, он тебе не дает. И ты работаешь именно на голом своем энтузиазме. Вот. Именно работаешь бесплатно. Вот я уйду, я вот позову. Музей, он еще олицетворяет, что мы еще больше позовем именно людей, больше узнать именно о поисковом движении. И вот после меня вот придут, я их чем-то научу. Я, скорее всего, в скором времени, может, уйду тоже. Все. Потому что, опять, у каждого семья, у каждого работа. И вот так уже выезжать, как вот в эти года уже студенческие, у нас уже не получится. Вот. И поколению это меняется уже 35 лет. Мы не исключение. Кто-то уже сильно, которые прям уже завязли поиском, они уходят уже уже в большой поиск, именно вот такой личностный поиск. Потому что это дело, которым вы занимаетесь, благородное. Если им много лет посвящать, то это можно перегореть даже, потому что это настолько накал эмоций, переживаний и вот понимание, что этих людей нужно было сохранить или увековечить их память. Да. Это очень тяжело. Разные такие эмоции тоже именно. Кто-то вот видит останки, все, говорит, не могу. Прям не могу прикоснуться, все уже. Да. Такой вот мандраж. Вот кто-то более спокойно, кто-то уже, 5 экспедиций съездил и все, вот говорит, все, я хватит. Потому что я сколько мог, сколько я отдал, все. Вот такие. Люди уходят, они приходят, но все равно такие вот сильные люди, они остаются, как Николай Андреевич Кручинкин, как много еще сотни ребят. Они не перегорят никогда. Им никогда это дело не надоест, им это дело всегда будет именно в душу. Николай Андреевич уже 66 лет, он на последней экспедиции, он бежит быстрее тебе. Ты думаешь, как, Николай Андреевич, не представляешь просто. Эти люди никогда вот поиск, никогда именно, пока, говорят, не умрут, не оставят. Так что таких очень-очень много яростных таких примеров. Это также и пример Алексея Кузнецова. Он работает, он ездит, и это все. Без этого он сильно не сможет вообще без этого жить. И дальше тоже вот такие тоже курительные трубки именно бойцов, расчески. Именно почему еще можно установить имя бойца, именно по написной расческе, именно выцарапывали имя, например. Пока перерыв боев, пока нечего делать, так я отмечу именно свою вещь. Вдруг кому-то передам, и он засунет в карман, скажет, да блин, у меня такая же расческа, вот, а тут твое имя. Вот с помощью именно иногда вот таких, достаточно 3 буквы, там, ВТР, и мы можем установить имя.
вот, подборка именно их имен. Это очень, конечно, очень такая работа, очень трудная именно вот именно с трех букв. У нас были такие случаи, именно когда вот на ложках, вот таких именно ложках написано, вот были 3 буквы с точками. И да, и мы находили бойцов, именно устанавливали, потому что там Васильев, там Сергей Степанович, ВСС. Вот ты смотришь именно по памяти народа ОБД, именно подбираешь солдата, где он, вот там и погиб, вот такой-то именно инициал, подбираешь его. И таких очень много случаев, что каких-то 3 буквы начерканы на котелке, на фляжке устанавливали. Вот это, кроме именно медали. Потому что еще такое ходит, что именно в армии все одинаково. И солдат хотел как-то вот отметить свои вещи, именно, что вот это именно моя вещь. И вот это помогает нам тоже установить. Не ради того, что он писал, так напишу, вот через несколько лет меня найдут. Нет. Вот именно все в армии одинаково. Я подпишу свою вещь, именно эта вещь будет моя. Вот кружка, котелок, чем вообще тоже пользовались солдаты. Именно помазок, именно они брились тоже, вот зеркальца, нитки. Вот. Ну, самый тоже ценный после, наверное, медальона экспонат — это звездочка. Эта звездочка уже даже у нас традиция такая есть, именно вот звездочки, именно мордовской звездочки. Была вахта в Смоленской области. И Николай Андреевич шел со своим отрядом, они нашли обгоревшую полуторку. Эту полуторку нашли, там стояли 2 бойца. То есть сидели 2 бойца, она уже обгорела, скорее всего, подбили, и бойцы там же погибли. И все это заросло, уже никто туда не ходил. И изголовья одного была такая звездочка. Они подняли бойцов, все упаковали и пошли дальше. И вечером Николай Андреевич достал эту звездочку, и как-то пошло. Разговор именно с бойцом этой звездочки. Он рассказал, как это вообще у него, как этот день у него прошел, именно почему он в поисковом движении. И потом он уже стал именно эту звездочку ложить себе в карман, другой берет, да, я тоже скажу с вами, именно расскажу. И вот так звездочка пошла именно по кругу. И с этого момента каждый вечер эта звездочка именно, мы разговариваем именно с бойцом, именно с душой этого бойца. Потому что очень тысячи историй вот рассказывают. Вот просто садится, приходит мужик, вот такой вроде в военной одежде. Ну, разные бывают сейчас реконструкции, что вот именно на вахтах памяти вот садится. Ну, как, ребят, у вас дела? Ну, это хорошо, говорю, как. Вон там идите, проверьте, около 3 березках какая-то есть такая наметка. И все, исчезает. Никто этого мужика не видит, но после этого идут на эти березки и находят там бойцов. Вот таких очень много. Ладно, бывает, видел бы 1 человек, 2 человека, 3 человека, а это видит целый отряд такой, и потом вот находится такая поисковая мистика. И вот на каждой звездочке, на каждой вахте, даже на каждом мероприятии, каждом сборе мы вот берем эту звездочку, и каждый вот делится своими мнениями. У звездочки также свои правила есть именно. Вот говорит тот, у кого звездочка. Вот. Там критика, не обижаешься. Я тебе сказал, что ты сегодня плохо работал, и ты сегодня вот такой-то, такой-то, ты не должен обижаться. Это такая критика, которая именно на звездочке очень ценится у нас. Вот. И такие очень таких много традиций, именно которые, именно традиции поиск такой наш мордовский живет. Вот эта звездочка, очень второй такой экспонат, большой, именно ценный для нас, очень поисковиков. Вот также, опять же, к сидению коммунистов, вот самодельная ложка, именно которую боец сам сделал. Вот. Опять даже элементарной ложки не выдавалось. Вот это бритва, помазок, бритва, чтобы бриться тоже. Опять же, такая стеклянная фляжка, уже другого расцвета. Ну, вот такое тоже еще вспомнил, недавно зашел. Вот, на 1-м этаже собираются именно священники, собираются вот люди, которые сильно верят в Бога. Вот. Они тоже заходили, такие маленькие, чуть-чуть я рассказал им. Вот. Ну, такая тоже иконка их слишком удивила, потому что говорят, что на той войне мало кто в Бога верил именно. Вот эта иконка, он как сказал уже мне, как люди, которые не верят в Бога, называют уже. Атеисты? Атеисты, да. Атеисты. Вот. Я думал, говорят, все атеисты. Нет, говорю, очень много находим именно с крестиками, именно с иконками находим. Потому что, когда... То есть это может даже дореволюционное, да? Это? Да. Да. И надо вот посылать тебя, ну, понимаешь, что вот на явную смерть. Вот видишь вот эти долты, видишь вот этих немцев, что какая у тебя вероятность выжить. И вот надеяться только на Бога остается. Таких тоже есть интересных историй, которые именно вот связаны вот с Богом, тоже когда вот
выходит там Божьей Матери, немцев там ослепляет им как раз глаза, и вдруг наши бегут там 3 секунды, эти 3 секунды их спасают, и они добегают до этих дзотов. Вот. Таких очень много историй. Ну во что верить тоже бойцу остается? Только в Бога. И в Бога. Вот. И также вот стерка, вот колба. Вот такие очень много. Это такая маленькая часть, что вот именно сейчас на этой витрине представлена. Вот такая маленькая. Ну тут вот грамота, вот эти 4 грамоты на лице. Северо-западный фронт именно проходит у нас в Новгороде. Калининский, это Тверь. Волховский, это тоже Новгород, это кусок уже Новгорода, почти такой маленький задел именно. Вот. И раньше тоже они также называли Северо-Западный фронт. Вот именно с этой идеей мы и назвали как раз музей наших фронтов. Ну тут у нас вот показана, опять же, уже часть женская, часть мужская. Вот. Это у нас именно 326-я Ярославская дивизия, которая шла в Рузаевку, у которой мы работаем именно Кукле, то есть если мы работаем в колодезях, это именно Сухиницкий район, где она очень большие потери. Такие случаи, что, представляете, что мы находим именно своего Мордвина. Таких случаев тоже у нас около 6, что когда ты открываешь медальон, читаешь Мордовский, такой Инсарский такой район, ну это просто без слов, когда вот так можешь. Мордовские, именно бойцы находят свои мордовские. Таких тоже историй очень много. Такая война очень большая была, и ты находишь именно своего земляка. Вот таких земляков мы тоже пару находили. Вот такие фотографии тоже. А как считаете, какой процент земляков еще не найден? Очень-очень много, прям по статистике, вот опять же, не люблю называть статистику, потому что сам историк, сам не связываюсь с этим, потому что, ну, очень много, потому что запрос у нас как раз работает «Судьба солдата». Сейчас скоро мы нормализуем тоже работу нашего именно музея, тоже будем тут оставлять именно, кто будет приходить, будем отставить бланки. Какие хотя бы данные будет известно, они будут запишут эти бланки, и потом в скором времени найдем этих бойцов и сообщим. Ну, так по бланку, когда вот сам работаешь, очень много, которые сейчас хотят узнать. Некоторые даже нашли недавно в Джумушкае какую-то маленькую даже запись. Такой-то Мордовская ССР и Царский район. Все. Нигде больше о нем ничего не сказано. Искали вот даже в селе, нет. Ну нигде, все. Имя почти вот потеряно. Вот такая маленькая зацепочка, может в скором времени нам удастся его зацепить. Вот. И Саратовское вот такое пехотное училище, именно очень тыловой регион именно у нас был. И вот находились именно, учили бойцов и сразу отправляли на фронт. Также и аэродромы были, у нас даже именно по Мордовии пару еще лежат самолетов, потому что прилетел самолет, вроде сделали, залетел, упал, местные жители растащили, вроде летчиков захоронили. Но есть такие случаи, что говорят, что еще именно есть на нашей мордовской земле именно летчики, которые еще лежат до сих пор в земле. Вот такое. А вот оборонительный рубеж строили на территории Мордовии, там тоже ведете поисковые работы, да? Сурский рубеж, вот недавно, в этом году уже зимой проводили реконструкцию Сурского рубежа, тоже интересно. Там мы вот таких именно поисковых работ не ведем, потому что там чисто было, приказали народ сгнать, и вот вырыли такие большие, там, оно очень прям, по расстоянию очень прям много, вот эти Сурские рубежи. Вот реконструкция, это тоже был проект выигран, именно даже на мордовском нашем Инарке называется, вот такой проект уже, тоже сумму не помню сколько, но вот, и проводили вот зимой, тоже такие одежды находили ребята, вот именно представляли именно себя вот в это время, как именно было вот в простой рубашке работать, как ребенку было работать наравне вот таком с мужиком. Вот, а мужчин же не оставалось, женщин знали, вот. И вот там тоже как раз такая реконструкция. Работу, конечно, не ведем, но вот реконструкции именно вот делали в этом году. Вот также в этом еще году будет 3 декабря День неизвестного солдата. У нас будет больше в Березиковском районе будет проходить маленькая такая диорама, именно боя, реконструкция. Такое тоже вот намечается у нас. Сергей, а еще вы несколько дней назад ездили в команде Николая Андреевича к Богоявленским родникам убирать территорию, там очищать ее от веток, от деревьев. Вот расскажите, пожалуйста, как вас организовали? Начну сначала, что вот когда я вообще первый раз встретился, да, с бойцами встретился вот именно с такой вот лихорадкой, именно вот таким, именно в 2015 году.
Ну, встретился я в том году именно вообще столкнулся с темой, которая мне стала более-менее интересна, именно с репрессированными. Николай Ильич собрал экспедицию, и вот мы поехали в Рамадановский район, вот, и там монастырь, и там тоже репрессированные. Это еще в шок просто меня привело, вот именно как я увидел именно это, когда мы еще пришли, стоял маленький памятник, еще там поставили это, именно поисковики памятник, и сказали, вот тут лежат именно репрессированные. В Чуфаровском? В Чуфаровском монастыре именно. Мы стали сразу, Николай Ильич получил разрешение. Раньше еще тоже в каком-то году они ездили, понимали, что очень большой там разноброс именно останков. Стали сразу ему откопать, и, наверное, уже полчаса прошло, мы наткнулись на первые останки. Первые останки вроде, лежат очень хорошо, но не в такой глубине, но это более-менее было понятно, потому что это были, может, зимние захоронения, потому что в зиму там кому-то не хотелось сильно копать, как положено. Лежали там не, как говорится, ни по каким не христианским, просто вот так выкинули и все. И потом сам я оказался уже на том краю, когда пошли животные останки. Ну вот скотомогильник был. Да, все же скотомогильник мы решили убрать, и потом уже пошли останки человеческие. Вот это уже привело прям вот такой шок. Именно чтобы спрятать следы вот тех репрессий, эти скидывали вот как раз животные останки. Вот. И вот таких случаев мы за первую экспедицию подняли, сейчас не ошибусь, честно, 60 человек. Таким маленьким отрядом ехали, это был июль, 15 что ли, мы тоже приехали с экспедиции, вот поднимали их. И потом таких еще очень многие захоронения, очень, там говорят, около 600 человек было. Потом через месяц мы опять поехали на ту экспедицию, на эту, ту же другую, вторую экспедицию. Там уже 80 человек подняли, лежали по-разному. Ну, лежали в гробах, конечно, были такие случаи, но это было более, как мы говорили сейчас, это 30-е годы, более к церкви нормально относились и хранили более-менее. Но таких случаев очень-очень редко было. И вот первый такой именно с репрессированный, я потом стал читать более-менее, почему, как, вообще за что. Потом еще на второй экспедиции, когда мы нашли ребенка именно с матерью. Потом, когда нас проводили по Чуфаровскому монастырю, по той комнате, которая до сих пор там осталась, именно как образ вот таких сталинских репрессий. Карцер, да? Карцер, решетка, все. Я не понимаю, как тут сейчас в такой вот комнате даже батарею выключишь, все, замерзнешь, уже холодно тебе. А там вот просто без решеток. Вот ребенок, скорее всего, родился. Без стекла даже, да. Также, когда еще на первой экспедиции мы нашли, тоже находили крестики именно, вот, находили также, там лежали и мужчины, также и женщины, также и пожилые видно было, и были очень молодые. Вот и был как раз вот такой грудной тоже ребенок. Вот, были. Вот таких мы 2 грудных ребенка находили вот за эти 2 экспедиции. Вот, каждого мы захоронили в отдельный гроб, каждому именно почесть. Других мы проверили, другие уже лежат в гробах. Еще дальше мы потом стали ходить. Вроде более-менее вот такую ситуацию мы нормализовали в Чуфаровском монастыре. И все, кто вот был в куче, вот так в куче, все в перемешку были. Может, там даже вальтом лежали именно. Там 30-й год, ага. Тут проще копать, я опять выкопаю, на него положу. Вот такие в кучки создавались очень-очень много. Вот нормализовали ситуацию более, сделали ясно, поставили кресты. Сейчас там построилась часовня. Очень-очень тоже, раз не ошибусь, как священника зовут. Вот. Он тоже вот вроде на проект какой-то написал именно церковный, именно его поддержали, вот такие экспедиции мы сделали, вот такой счет. Вот такой первый. А потом еще первый раз, когда я еще читал, вот узнал, что у нас, оказывается, еще в Саранске есть. И когда я уже стал после этого в монастыре более-менее темы интересны, прочитать, почему просто так люди, просто вот без ничего. Потом, когда мы еще ехали, я раз ездил, как-то мы размолвились с моим пассажиром именно вот о раскопе, и он говорит, вот раньше вот тоже приходят и забирают, вот дали им приказ 50 человек расстрелять, все, типа найти предателей. Ну ты так думаешь, да блин, 50, а сделай сотку. А дай 100 расстреляю. Это повышение же. Я знаю, смотри, не 50 нашел, а 100 предателей. И просто вот так брали их. Вот тут по рассказам простого вот такого случайного вот знакомого. Так мы разговорились. Так очень тоже душевно было. Именно вот
Говорю, ну просто так, у меня и родители, что потом уже также вот на Чуфарский раскоп приехали именно родственники. Вот где-то тут как лежит моя вот родня, приезжали 2-3 таких человеков. И потом уже в году вот Сергей Новиков, он еще старый поисковик, он говорит, я когда-то еще на юго-западе жил, я, говорит, начал именно поисковое движение, того как проходил, и копали, что-то копали, я увидел, это были останки. Вот именно сейчас очень старый такой опытный поисковик, он начал именно с поискового движения, с того, как вот увидел как раз на тех родниках, именно когда поисковики вели работу. Вот. Он как-то, пошлите, говорит, уберем все, мы еще ехали, наверное, в августе, он нам картину разрисовал, вот там пруд был еще до этого. Говорит, вот тут мы находили, говорит. Я еще иду, прям тоже не, как я представлял, он рассказывал примерно на экспедициях, что вот так, я думаю, ну вроде нашли, могилы будут, вот чисто. Вот. Он рассказал, что еще не найдены именно могилы, что они искали, пока еще не нашли. Есть такое еще в будущем, сходите, еще найти. Вот. И потом вот недавно, вот мы поехали, могила полностью одна была, хотя у нее очертания были видны, почему-то закинули ветками, почему-то там хотя бы вот женщины, которые там монахини или вот как не знаю, они вот убираются иногда, там цветы сажают, но это отдельно не на все. Так что там обустраивать, хотя бы думаем сами уже с ребятами, думали, что хотя бы ну, спили дерево, самодельный крест хотя бы, чтобы люди не просто там собирались, чисто вот выпивали, как мы еще приходили первый раз, бутылки, что от пива, это там постоянно явление, потому что такого еще нет, что вот именно что-то там реально было вот такое, что вот раз видишь крест, 2, 3, 4 креста видишь, думаешь, да блин, это не просто так. Вот. И когда тоже узнал, что вот там около 1500 лежат, просто слов нет. Люди, которые просто привозили грузовиками и просто вот так их ложили. Тем более, что тоже по некоторым косвенным сведениям, некоторые могилы копались перед расстрелом тех, кого расстреливали. Да. И... Да. Такое видение тоже недавно еще рассказывал, еще слышал, да. Такое тоже было. И вот именно вот такое отношение, вот их... А у нас таких еще поисковиков, мы иногда сравниваем бойцов, вот этих репрессированных, очень жалко. Просто у бойцов, мы как говорим вот между собой, у них была цель защитить свою родину, цель там что-то, а эти просто погибнуть просто так, от чьей-то просто руки. Вот, ну, есть предатели, может, были из них, но это очень такой маленький процент, и просто те люди, которые просто безвинно, по чьей-то, может, бумажечке, просто, не люблю я тебя, вот тут просто ты проходишь каждый раз около моего дома, и ты мне не нравишься. Я напишу на тебя докладную еще раз этому человеку. Вот. И вот за это погибать от чьей-то дурости. Вот. И в каком уже году они были потом все реабилитированы? Там два этапа, в 60-х частичные, а потом уж в 80-х вот это, мне кажется, еще просто вот реабилитировать. И это просто, может, люди просто, они просто это без слов, что вот так решили, кто-то решил, что вот я главнее, я могу решить твою судьбу. Это неправильно, потому что люди все одинаковые. Именно вот тема репрессированных, именно с поисковиками очень тоже тесно так связано. Тоже да, без вас бы это и не было обнаружено. Вот именно. Ну вот вы правильно говорите, значит, вариант грант – это вообще очень прогрессивный вариант. А мне еще вот такие варианты, значит. Во-первых, еще есть идея, так как по репрессированным можно набрать экспонаты и исторические документы, и там мини-библиотеку для работы. Для этого необходим мемориальный музей, мне кажется, в котором, то есть какое-то здание исторической ценности, может быть, дореволюционное, передать, перепрофилировать под вот такие цели хранения фондов исторических. Это, возможно, я думаю, профинансировать только республику. У меня даже есть идея такая, что, вот, допустим, найти средства за счет приватизации, допустим, Шумбрат-арена, стадионов, других спортивных объектов для чемпионата, которые могут быть востребованы, и лучше их передать частникам, а деньги вырученные, и потом не тратить деньги на их обслуживание, а лучше передать вот на такие болезненные точки для того, чтобы сплачивать общество, указывать вот те проблемные моменты в сознании общества, которые болезненные раны, их нужно вот заживлять, лечить тем, что создавать вот такие хранения
вот таких экспонатов, связанных с невинно репрессированными людьми, которых у нас, конечно, в большом терроре там несколько тысяч. А если взять и другие сталинские преступления, коллективизацию, и до этого это ужасно просто, это только такие самые слова страшные, как можно это описать. А сам мемориальный комплекс на месте у Богоявленских родников, наверное, вот вариант или республиканские деньги, или деньги Русской православной церкви, которая тоже там старательно облагораживает, или союз двух, допустим, сообществ, Русская православная церковь и союз татар или исламское сообщество. Вот. Какие у вас еще мысли? Ну, более-менее вижу, вот как я именно, вот зачем вот именно проект вот нужен, вот, как мы вот пишем вот эти проекты, именно проект вот основан на какой-то проблеме, на очень важную проблему. У нас увековечение памяти, да. У нас вот была проблема вот, увековечения памяти. У нас вот проблема именно не было комнаты. Такая маленькая проблема, но вот проблема репрессивных это очень большая проблема. Вот. Именно если начинать написать проект, вот как я вижу именно вот, хотя бы на эти кресты, хотя бы вот на эту ограду, хотя бы может на следующей экспедиции, чтобы найти опять следующие именно. И вот это указывать. Колышки сгнивают там, да, по очертаниям. Да, там все сгнило, там уже только чисто очертания. Да, вот да. Ради этого церковь, она знает об этом, вот как я думаю, потому что, ну, и тоже опять никаких действий именно облагораживания, вот именно хотя бы чисто крест поставить над каждой могилами. Мне кажется, церковь это было подсильно, но пока они тоже, видно, это не так сильно хотят. Вот этот проект, это опять какой-то будет толчок, что ли, что вот смотрите, мы не просили не вас, мы не просили не республику, мы вот написали проект именно своей инициативой, и вот поставили там ограду, поставим, может сделаем следующую экспедицию, в которой будем искать опять еще следующие заросшие именно могилы, если можно так вот грубо сказать. Да, в Зеленой роще, в Атимарском лесу, еще да, другие места. Вот. И вот эту цель, вот вижу вот я так, что именно вот написать такой проект, именно вот такие конкретные цели есть, вот только расписать это, подать. Я думаю, в принципе, можно вот какую-то поддержку все же государства. Государство тоже проблема очень большая, хотя вот именно для такого хорошего дела, может, сейчас как-нибудь мы тоже чуть-чуть именно с музеем передохнем. Может, такая будет идея, найду ребят, может, которые вот захотят именно вот такой маленький проект, хотя бы попробовать написать, мы напишем именно. Но все же нужно что? Нужно именно очень много-много фактов. Фактов, почему это нужно, зачем это обществу. Это вот все надо расписывать, именно таких документы тоже опять они нужны будут. Вот не просто скажешь, что где-то тут лежат, я хочу вот тут поставить. Какие-то на таких-то фактах должно быть все это, опять же, этот проект. Чем больше фактов, чем больше вероятность выиграть. Выиграть какие-то, вот какой-то выиграть поддержку какого-то именно проекта. Я думаю, проект очень, ведь как в каком-то ведь выиграл, вот, да, всегда забываю священник, вот Чуфаровский. Это же да, замечательный проект. Человек. Вот. Если просто возьмемся, вот это сразу это можно легко сделать. Но проект, но он не так сильно долго писать, просто это надо более-менее знающий, более-менее толково, то разнесить. А так это, в принципе, как вот сейчас очень много именно, спасибо именно государству, вот таких много проектов стало именно. Вот у тебя есть, ты видишь, ты простой человек, ты видишь проблему. Не видит ее никто, ни церковь даже не видит, ни государство ты не видишь. А ты простой человек, ты видишь эту проблему, и ты на эту проблему пишешь. Вот. И ты вот, это можно очень сделать, такого, написать хороший, прям такой проект, прям именно такой хороший, жизненный. И они деньги не просто уйдут на пляски, на танцы, на что, а просто именно на хорошую, очень такую добрую цель. Сергей, я бы вами еще больше восхищался, чем после того, как вы описали. Хочу успеть вас представить перед завершением, потому что батарейка у нас не бесконечна, не как ваша нервная система и ваше вот благородство, которое вы и ваши друзья тратят вот на это важнейшее для общества дело, и даже, которое нам даже трудно оценить, потому что вы настолько высокий как бы полет вот этого благородства, который мы видим. То есть у нас была экскурсия, мы всех приглашаем посетить обязательно этот музей. Где мы находимся? Мы находимся в молодежном центре, Большевистская, 33, второй этаж, здесь 8 кабинет. А какой грант вы получили на это? Это поддержка молодежных студенческих инициатив. Вот. Проводилось оно в том году, в 2017 году. Говорю, все